Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Франция обсудили перспективы стратегического партнерства. Туркменские музыканты примут участие в праздничном концерте в Москве к 80-летию Победы. Ашхабад примет международный турнир по шахматам среди юниоров и другие новости. В рамках визита во Французскую республику состоялась встреча председателя Халк Маслихата Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с руководителем компании «Боинг» Мартином Боингом. Во время встречи было отмечено, что компания работает в Туркменистане с первых лет независимости. Стороны обсудили ее вклад в расширение образовательных связей между двумя странами. Национальный лидер туркменского народа выступил на туркмено-французском экономическом форуме в Париже, где представил приоритетные направления для сотрудничества с французскими деловыми кругами. Глава Халк Маслихаты подтвердил готовность Туркменистана продвигать французские товары и услуги на своем рынке, особенно в нефтегазовом секторе, спутниковых технологиях и транспорте. Также состоялось подписание двухсторонних документов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества от энергетики и цифровых технологий до образования и археологии. Гурбангулы Бердымухамедов также пригласил французскую сторону принять участие в форуме 12 декабря в Ашхабаде, который будет приурочен к Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета Туркменистана. Официальный визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихата Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова во Французскую республику завершился. В рамках насыщенной программы визита председатель Халк Маслихаты Туркменистана провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Особое внимание собеседники уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества. Студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой выступят в составе объединенного хора из 250 музыкантов стран СНГ на торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Объявлен тендер на разработку и внедрение автоматизированной системы электронных виз для Государственной миграционной службы Туркменистана. Согласно информации, система будет обеспечивать автоматизацию всего цикла визовых процедур, от подачи заявки до выдачи визовых документов. Заявки на участие в тендере принимаются до 22 мая текущего года в здании Дома офицеров Министерства обороны Туркменистана. Суд Великобритании встал на сторону женщины, которую компания уволила в ее законный выходной день. Бывшему работодателю пришлось выплатить Джоан Нил компенсацию в размере 25 тысяч фунтов стерлингов. Женщина отдыхала в свой выходной, когда неожиданно получила приглашение на видеоконференцию от работодателя. В ходе этого звонка руководитель компании проинформировал ее о включении в список сокращенных сотрудников. При этом Джоан не представили возможность задать вопросы или оспорить принятое решение. Нил подала иск в суд, который установил, что такой способ увольнения негативно сказался на ее психологическом благополучии. Международный турнир по шахматам среди юниоров пройдет с 15 по 19 июня в Ашхабаде. Соревнования будут организованы на базе специализированной шахматно-шашечной школы. В турнире примут участие мальчики и девочки в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет. Соревнования проводятся в рамках программы мероприятий, посвященных статусу Ашхабада как город новых спортивных возможностей Содружества. Футболисты итальянского Интера обыграли испанскую Барселону со счетом 4-3 после дополнительного времени в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА и вышли в финал турнира. Первый матч, прошедший в Барселоне, завершился в ничью со счетом 3-3. В решающем матче Интер сыграл с победителем противостояния между французским Пари Сен-Жерменом и английским Арсеналом. Первая встреча в Лондоне завершилась со счетом 1-0 в пользу парижского клуба. Ответная игра состоится 7 мая в Париже. Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая на стадионе Альянс-Арена в Мюнхене. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.